Много мемов и много печали. Реакция русскоязычных соцсетей на драматический обвал рубля. Пользователи убеждены, за падением цен стоит лично глава Роснефти Игорь Иванович Сечин. Причины случившегося ищут даже в биографии главы Роснефти и находят. Я просто напомню, великий стратег и геополитик Сечин по специальности переводчик с португальского. В КПСС этот дальновидный человек вступил в 1990 году. Есть и поддерживающие комментарии. Сечин молодец, все правильно делает. Он такими действиями и убьет все руководство страны. Но главная закономерность выглядит так. Подарок от Игоря Сечина к 75-летию Победы. 75 рублей за $1. Многим не до смеха. Люди жалуются, что под угрозой оплата за учебу, отпуска и все остальные расходы в валюте. Рубль провалился на дно дна. У меня теперь не хватает денег на оплату обучения. Придется вынуть крупную сумму из сбережений для общаги. Если это продолжится, то последующий год я буду жить в коробке и питаться объедками из мусорок, зато в другой стране. Посчитала, сколько мне надо будет заплатить за хостел по новому курсу, и это полный трэш. Там и раньше-то было дофига. Полное спокойствие демонстрирует Маргарита Симонян, главный редактор государственного телеканала РТ. По ее информации, все происходящее с российским рублем и нефтью – часть плана. Какого – не уточняется. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго. Такое падение, и даже падение ниже, чем сейчас, часть этого плана. По сравнению с 2008-м, нынешний кризис ни о чем. Оппозиционный политик Алексей Навальный предположил, что Симонян так спокойно, потому что на содержание телеканала РТ государство тратит 20 миллиардов рублей в год. Пользователи отслеживают и реакцию государственных медиа. Курс рубля вновь незначительно снизился. Курс рубля замедлил темпы падения, сообщает государственное агентство РИА Новости. Пользователи отмечают, что тон сообщений оптимистичный. Пока одни паникуют, другие предлагают закрепить курс доллара в Конституции и передают приветы новому правительству во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ну а те, кто не верит во всесильного Игоря Ивановича Сечина, подозревают, что цены и курс уронили коты. Ольга Бешлей. Настоящее время.